Террористическая экстремистская организация «Партия исламского возрождения» в 90-х годах прошлого века появилась под непосредственным влиянием извне на основе религиозно-политического учения международной террористической организации «Ихван уль-Муслимин» и хуманизма масхабитского политического толка. С самого начала ее рождения руководство этой партии имело целью свержение национального государственного строя в Таджикистане и построение на его месте исламского государства. Видео, представленное зрителям, свидетельствует о предательствах руководителей и активистов террористической экстремистской организации партии исламского возрождения. Главной фигурой видео является человек, который стоял у истоков формирования этой религиозной экстремистской партии и все время ее существования принимал участие в разработке тенденционных планов и целей этой организации, ее закородных покровителей, рассказывает свою правду, чтобы жители Таджикистана доподлинно знали, какой экстремистской организацией является партия исламского возрождения и какие предательства совершил по отношению таджикского государства и нации ее руководитель Мухиддин Кабири и какие беды он хочет навлечь на таджикский народ при финансовой поддержке своих зарубежных боссов. Я со всей ответственностью обращаюсь к славному народу Таджикистана и заявляю, что начиная с 1992 года партия исламского возрождения напрямую связана во всех бедствиях в период гражданской войны и после подписания договора о мире, и после событий сентября 2015 года с попыткой совершения переворота, с убийством выдающихся личностей, ученых, государственных деятелей и других. Я являюсь одним из учредителей и активным членом партии исламского возрождения и хочу, чтобы славный народ Таджикистана услышал из моих уст и уст муллы Аюмиддина о закулисных и подлых планах, которые мы осуществляли. Я как свидетель открыто раскрываю это жителям Таджикистана. На видео вы видите человека, который в 2018 году добровольно покинул ряды террористической экстремистской организации партии исламского возрождения, вернулся на родину и в своих интервью рассказывает о предательствах и преступлениях нахзатовцев против своего государства и народа. Саторов Аюмиддин, кличка Мавлави Аюмиддин. Дата рождения 25 апреля 1953 года. Уроженец селения Коминтерн Кушоньонского района Хатлонской области. Национальность таджик, женат. Отец 5 детей, житель района Рудаки. Джамуат Ачимтепа, селение Обчокарон. Один из учредителей и организаторов террористической экстремистской организации партии исламского возрождения. Я почти 40 лет находился рядом с Саидом Абдулло Нури и Домло Хикматзода, учредителями и руководителями террористической экстремистской организации партии исламского возрождения. Но сегодня я категорично объявляю о том, что больше я не принадлежу к этой группе и сейчас подробно расскажу о причинах, побудивших меня отвернуться от этой организации. Во-первых, нынешний руководитель партии исламского возрождения растоптал устав и программу, которым руководствовалась партия. Он собрал вокруг себя малограмотных и неустойчивых в вере молодых людей, подпавших под шиитское учение Исламской Республики Иран, и с чем я был абсолютно не согласен. Второе – это то, что Мухиддин Кабири абсолютно не является религиозным человеком, то есть возрождение масхаба и служение исламу не являются его целью. Он по природе своей торгаш и использует партию как ступень, лестницу для достижения своих целей. И под эгидой этой партии и под знаменем ислама добивается своих торгашских целей. Он накопил миллионы долларов, создал рынки, построил дворцы, закупил дорогостоящие иномарки. И сегодня он скрывается за рубежом, также имеет жилые дома в Турции и Европе, фешенбельные автомобили, то есть обеспечил себе безбедную жизнь. Все это я видел своими глазами и убедился, что он не имеет отношения к религии, а имеет свои корыстные интересы. Нынешний руководитель террористической экстремистской организации партии исламского возрождения, который с молодых ногтей находился под влиянием радикально настроенного духовенства нахзатовцев, в начале 90-х годов действовал как активный член партии. За пределами страны он обучался идеологии экстремистских религиозных течений и стал последователем экстремистской религиозной школы.
Мухиддин Кабири, считающий себя руководителем партии Исламского Возрождения, превратил ее в партию шиитского толка. Большинство из тех, кто был связан с партией, придерживались шиизма. Когда мы, ветераны движения, в том числе Устод Навид, Домуло Абдулхай и Домуло Абдурахим, собирались вместе с сомнением горечью, утверждали, что Мухиддин Кабири наверняка является шпионом какого-либо государства, скорее всего Ирана. Сегодня я считаю, что священным долгом предупредить славный народ Таджикистана о серьезных угрозах, исходящих от партии нахзатовцев, руководителем которой является Мухиддин Кабири, а также о злостных планах спецслужб Исламской Республики Иран, о том, какие подлые планы вынашивают они против нашего народа и Родины. Вначале Мухиддин Кабири прошел подготовку в рамках шиитских догм, в рамках предписаний иранских спецслужб, а затем для отвода глаз был отправлен в Арабскую Республику Йемен, чтобы он там продолжил свое образование, и окружающие не думали, что он подпал под влияние шиитов, то есть пустили пыль в глаз. Но все расходы на учебу и проживание там осуществлялись за счет финансовой помощи Исламской Республики Иран. В 1992 году руководители и боевые командиры террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения бежали в направлении Исламской Республики Афганистан и до 1997 года продолжали там свою подрывную деятельность. Во время пребывания на территории Афганистана они превратили свое боевое крыло в так называемый Джамуат Ансаруллох и вовлекали и обучали молодых людей из Таджикистана на своих боевых базах. Но о том, как действовали нахзатовцы и откуда получали материальную поддержку, рассказывает Саторов Айомидин, свидетель истинного положения дел. По поводу финансовой поддержки Исламской Республики Иран, со всей ответственностью заявляю, что во все периоды деятельности террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения, и когда ее руководителем был Абдулла Нури, и когда после его смерти Мухиддин Кабири бразды правления взял в свои руки, финансовая помощь регулярно осуществлялась из Ирана. В частности, я помню, когда началась гражданская война и много людей бежало в Афганистан, руководители партии под видом помощи беженцам получали из Ирана громадные суммы, и чтобы скрыть свои истинные намерения в области Тахора, Афганистана, организовали небольшой поселок под названием Амиробод и приютили там малочисленную группу беженцев. Но нам было известно, что из огромных денег, поступивших из Ирана, лишь небольшая часть расходовалась на содержание беженцев, а львиная доля, точнее 70-80%, оседала в карманах руководителей террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения, которые они использовали для своих грязных целей, вооружали отряды с целью дестабилизации обстановки в Таджикистане. Именно тогда террористическая экстремистская организация партии Исламское Возрождение вошла в состав Союза оппозиционных сил Таджикистана. Но это была лишь мишура, маска, за которой нахзатовцы скрывали свои истинные цели. После того, как был подписан договор о мире и произошло перемирие правительства Таджикистана с Союзом оппозиционных сил Таджикистана, они вернулись в Таджикистан. Но я хочу подчеркнуть очень важный момент, а именно, что правительство согласилось на перемирие с Союзом оппозиционных сил Таджикистана, но никак с террористической организацией партии Исламского Возрождения. Сегодня нахзатовцы, в особенности Мухиддин Кабири, во всем мире бесстыдно и громогласно заявляют о том, что их якобы обманули. Да кто же вас обманул, когда государство с вами подписывало соглашение о мире? Мир был заключен между государством и Союзом оппозиционных сил Таджикистана, и государство до конца осталось верным своему слову. Главным условием было то, что Союз оппозиционных сил Таджикистана не будет заниматься какой-либо антигосударственной деятельностью. Все действия, которые нахзатовцы проводили с 2000 года, по сегодняшний день никак не соответствуют предписаниям устава и программы партии. Нахзатовцы только и делали, что на деньги, полученные из Ирана, осуществляли подрывную деятельность, совершали убийства и грабежи. Во многих местах занимались продажей наркотиков и хранением оружия.
После подписания соглашения о мире и национальном согласии в истории партии Исламского Возрождения открылась новая страница. В сентябре 1999 года вновь дано было разрешение на ее деятельность в Республике Таджикистан, а в октябре 2003 года она как политическая партия была вновь зарегистрирована. В период участия в политической, социальной и экономической жизни Таджикистана руководитель партии Исламского Возрождения и другие ее активисты разглагольствовали о мире, стабильности и национальном единстве и по сей день бесстыдно заявляют о том, что они внесли свой вклад в дело установления мира и национального согласия. В числе непростительных антигосударственных преступлений, совершенных в 2010-2015 годах руководителями террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения Мухиддин Кабири, Шонаимом и другими лицами, ныне находившимися в заключении, а также Сайдумаром Хусайни и им подобным, можно назвать и такие, которые абсолютно противоречат уставу и программе официальной партии. Так мы можем назвать вооруженное нападение, совершенное против офицеров и солдат Министерства обороны в местечке Дарай-Комаров, в результате которого погибло большое число молодых людей. К другому непростительному преступлению относится попытка вооруженного нападения против государственных сил в городе Харок, где с помощью местных преступников и при поддержке террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения под предводительством Мухиддина Кабири, где также погибло большое число молодых людей. Самым же непростительным и чудовищным преступлением является попытка государственного переворота под руководством Ходжи Халима. Но истинным руководителем этого преступления был вовсе не Ходжи Халим, а Мухиддин Кабири, председатель террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения. И опять же, это преступление осуществлялось за счет средств Исламской Республики Иран. В период с 1992 по 2001 годы членами и руководителями террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения был совершен ряд тягчайших преступлений и террористических диверсионных актов, в результате которых погибло более 150 тысяч граждан. Экономика страны обескровилась и пришла в упадок. Были убиты десятки славных сыновей нации, деятели культуры и науки, известные политические и государственные деятели Таджикистана, такие как Мухаммад Осими, Юсуф Исхаки, Минходж Гулямов, Хушбахт Хайдаршо и многие другие. Главной целью этих убийств было нанесение урона интеллектуальной мощи нации, запугивание интеллигенции, пробуждение чувства недоверия и недовольства правительством. В 2015 году я и многие другие активные члены партии Исламского Возрождения стали свидетелями того, когда Мухиддин Кабири после поражения на выборах, обращаясь к Ходжи Халиму и другим членам партии, сказал, что поскольку мы не добились успеха законным путем, то теперь должны посредством переворота захватить власть, но ему не удалось осуществить свою цель. После неудачного государственного переворота преступной группы Абдухалима Назарзуда беглый руководитель террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения принялся за осуществление своих новых планов. Когда мы сбежали за границу, то и там занимались вовлечением молодежи в наше дело, собирали и вооружали их. С помощью молодежи мы хотели вновь дестабилизировать обстановку в Таджикистане и реализовать подлые планы государства Иран, которые только делает вид, что имеет дружественные отношения с Таджикистаном. Для осуществления своих грязных целей Мухиддин Кабири назначил своего доверенного человека, Кузова Мирзаурахима, прошедшего предательскую школу террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения, ответственным за подготовку таджикских юношей за границей. Кузов Мирзаурахим Каримович, дата рождения 8 мая 1960 года, уроженец селения Вишхаров, Джамуата Язгулям Ванжского района, национальность таджик, образование высшее, житель города Душанбе, района Сино, улицы Бабаджана Гафурова, переулок 1, дом 6, квартира 10, член политсовета террористической экстремистского возрождения. В его отношении Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан
Возбуждено уголовное дело по статьям 187 часть 1, 179 части 3 глава А, 89 части 3 главы А, 313 и 307 Уголовный кодекс Республики Таджикистан, и он находится в международном розыске. Я находился в Российской Федерации в городе Москва, когда мне позвонил Кузов Шонаим и сказал, что председатель партии поручил вам немедленно приехать в Тегеран, потому что мы испытываем нехватку в вас. Затем мне прислали деньги, я купил авиабилет и в феврале 2016 года прибыл в Тегеран. В аэропорту меня встретил Кузов Рустам, брат Шонаима, и на такси довез меня до города Пардис, который расположен в 2 часах езды от столицы Ирана. Там я встретился с Кузовым Шонаимом и несколько дней гостил у него. Потом он постепенно разъяснил мне ситуацию и сказал, что мы собрали большое число молодежи на боевых базах Музандаруна, Арука, Пардиса и Бумехана, где они проходят боевую подготовку. Ваша задача, Думулло, сказал он, состоит их моральной и духовной подготовки к джихаду. Сафаров Шермамад Мурудович, псевдоним Шер Язгуломи, родился 11 ноября 1969 года в селении Комсомоль сельского Джамуата Рахмонов района Джайхун. Отец 5 детей, житель города Душанбе, района Фирдавцы, улица Канури, дом 93. Образование среднее, член террористической группы Назарзуда Абдухалима Мирзо. С сентября 2015 года до марта 2017 года проходил специальную террористическую подготовку в террористических лагерях городов Пардис и Бумахен Исламской Республики Иран. После того, как я пришел туда, мы обучались. Он вместе с другими 7 членами из той же группы по приказу Службы безопасности Ирана был отправлен в Афганистан, чтобы создать свои военные базы через Талибан и других террористических организаций, которые там сконцентрировались, восстановить с ними связь и подготовить их, чтобы после того, как другие силы подоспеют, ворваться в Таджикистан и дестабилизировать там обстановку. В лагерях Исламской Республики Иран, где готовят террористов, занимались 25 наемников из Таджикистана, где они тренировались, и их руководителем был гражданин Таджикистана Махмад, который действовал под псевдонимом Абдулло. Молодые люди, которых собрали Кабери и террористическая экстремистская организация партия Исламского Возрождения, на военных базах Бемехуна, Пардиса, Музандаруна и Арука занимались в строгом военном режиме. Когда получал приказ, несмотря на дождь, на слякоть, нужно бросаться на землю, прикрывать свою голову. Так они тренировали под минометный обстрел, весь режим пребывания был очень жесткий. Этот режим был скопирован у американцев. Специальные службы Исламской Республики Иран часто привозили американские фильмы, демонстрировали, как надо атаковать, как дестабилизировать обстановку. Нам показывали и говорили, и пропагандировали, что когда вы придете в Таджикистан, должны действовать именно так. Никого не надо щадить. Я на 100% подтверждаю, что был свидетелем того, как обманутые молодые люди, которых Кабери и последователи партии привезли в города Бумехан, Пардис, Музандарон и Арок, получали мизерное денежное содержание со стороны специальной службы Ирана. 750 иранских туманов, которые в условиях Ирана это только не умереть с голоду, то есть можно только купить сухари. На самом деле для террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения выделялись суммы в 100-200 тысяч долларов, большую часть которых забирали Мухиддин Кабери и Кузов Мирзорахим, чтобы поехать в Европу и продолжать диверсионную работу.
Когда я с 2016 года до 2017 года находился в Иране, был свидетелем того, как органы безопасности Ирана подвергали деятельность опекающих нас органов жесткой критике. Они говорили, что они получили миллионы долларов, потратили вместе с нахзатовцами и не получили никаких результатов. Даже несколько раз обсуждали Кабири, что он должен ответить, почему мы вас признали своей партией. Вы являетесь Хизбуллах Ирана. Почему вы получили такие большие суммы, купили себе дорогие машины, накопили богатство, построили рынки, но не достигли никаких результатов, ни один наш план не реализован. Вы должны ответить за это. С 2016 по 2017 год, когда я находился в Иране для выполнения обязательств, которые мне поручили руководители террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения, в том числе Мухиддин Кабири, я постиг то, чего раньше не мог догадаться. Я раньше думал, что та помощь, которую оказывает Исламская Республика Иран нахзатовцам, и до гражданской войны и после, это просто солидарность, которую оказывает один мусульманин другому мусульманину. Однако к нам пришли представители специальной службы Ирана. Одного звали Мухаммад, другого Аббос. Мы им сказали, что мы представители нахзатовцев. Они сказали: нет, не забывайте, что вы не нахзатовцы. Вы теперь люди Ирана. Вас воспитали на деньги и имущество Ирана. Мы потратили на вас большие деньги, чтобы вы выполняли наши цели и указания. Но вы не справились. Вы провалили все наши планы. Теперь, чтобы все это компенсировать, вы должны проявить усердие. Когда они это все открыто заявили, я понял, что здесь кроется что-то другое, что все это не во имя Всевышнего. Все, кто там тренировался, были наемниками, и к ним обращались как с наемниками. Также два представителя специальной службы Ирана, Мухаммад и Аббос, упрекали нас в том, что они потратили на нас баснословные деньги для того, чтобы вы побольше вербовали молодежь из Таджикистана в Иран. И они принимали шиитский мазхаб и обучались в военных группах, выполняя наши приказы. Нас упрекали, что вы даже этого не сделали. در گروه‌های نظامی تعلیم بگیرن برای انجام وظایفی که در نزد آنها گذاشته میشه، ولی شما همین رو نتونستید کرده. گفتم ما را طعنه میکردن. من با تمام تشکیلات‌های با نفوذ بین‌المللی Я обращаюсь ко всем авторитетным международным организациям и к мировому сообществу. Террористическая экстремистская организация партии Исламского Возрождения имеет в Исламской Республике Иран военные базы. Я был свидетелем, видел все это своими глазами. Я лично присутствовал там вместе с террористами. Я подтверждаю это. Никто не заставляет меня подтверждать это. Я на все 100% открыто говорю, что эта террористическая организация поддерживалась раньше и поддерживается сейчас специальной службой Ирана при помощи больших финансовых средств. Преступления, совершенные террористической экстремистской организацией партии Исламского Возрождения в Таджикистане в сентябре 2015 года и на все 100% совершены при поддержке Исламской Республики Иран. И сейчас эта работа продолжается, и сейчас на деньги Ирана Кабири и его последователи из террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения готовят на военных базах обманутых молодых людей против нашего государства и правительства. Сегодня активисты террористической экстремистской организации партии Исламского Возрождения под руководством Мухиддина Кабири в западных странах представляют себя политическими жертвами и представителями демократических сил и при помощи коварства и уловок получают от этих стран и международных организаций помощь в сотни тысяч долларов. Это доказывает, что некоторые страны и международные организации осведомленно или неосведомленно финансируют терроризм и экстремизм.
После того, как я тренировался в террористических группах на военных базах, лично меня в сентябре 2017 года пригласили в Варшаву, и я принял участие в работе конференции, где лично участвовал Кабири. Там Кабири обещал остаткам членов и гостям, чтобы мы до 2020 года с высоко поднятой головой при помощи международных организаций вернемся в Таджикистан и примем участие в выборах. Если правительство Таджикистана не согласится, то мы используем военные группы, которые мы подготовили в Иране. Видео, которое вам предложено, это правда из жизни реального человека. Человека, который на своем веку видал взлеты и падения. Большую часть жизни связал себя деятельностью политической партии. Сегодня его никто не заставлял. Однако он раскрыл многие тайны закулисных игр этой террористической организации. К этому его побудила мысль о том, что если не преградить путь этой террористической организации и ее зарубежных хозяев, это может навлечь большие трагедии на головы обманутой молодежи. Это не выдуманные убеждения, а реальность, которую мы все, население Таджикистана, пережили в начале 90-х годов и знаем, куда может завести нас преклонение перед чужими. Знаем, что такое голод и нестабильность. Знаем, кто такой предатель. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, в заключение хочу сказать, что я уже в преклонном возрасте и хочу отчитаться перед своей совестью, перед своими соотечественниками и детьми о своей прожитой жизни, чтобы снять с себя хотя бы частично тот груз, который ношу в себе. Надо признаться, что я всю жизнь был рядом с Саидом Абдулло Нури, одним из основателей и руководителей партии Исламского Возрождения, и работал вместе с ним. Я со всей ответственностью заявляю, что партия Исламского Возрождения была организована по инициативе иранских шиитских ахундов, а именно данная партия была инициатором гражданской войны в Таджикистане. В течение 26 лет независимости Таджикистана партия Исламское Возрождение действовала при финансировании Ирана и руководства шиитских ахундов Ирана. Мы, руководители этой партии, большую часть жизни потратили на поездку в Иран. Я свидетель того, что мы, руководители партии Исламского Возрождения, построили на миллионы долларов Исламской Республики Иран заводы и фабрики, обеспечили себе беспечную жизнь, но принесли Таджикистану одни бедствия. Не только мы, но и невинные люди, близкий по языку народ Ирана, должен знать, на что тратят национальное богатство шиитские ахунды. Сегодня руководители этой террористической организации, их покровители Исламская Республика Иран, заявляют, что у Таджикистана нет никаких доказательств того, что партия Исламского Возрождения является преступной и террористической. Братья, я лично 30 лет был вместе с руководителями этой партии и участвовал во всех их делах. Я действовал в Афганистане, в Иране, в Таджикистане, везде, где были лагеря нахзатовских террористов. Воспитывали молодежь по приказу руководителей партии для совершения терактов и дестабилизации Таджикистана. Именно по их инициативе наши воспитанники убивали политиков, государственных деятелей, великих личностей Таджикистана.